К 2020 году в России заработает новая программа развития сельских территорий, создадут бренд экологически чистой продукции и появится цифровая платформа, на которой предприниматели смогут публично заявлять о давлении на бизнес. Сегодня Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному собранию. Некоторые из пунктов обращения корреспонденту Евгении Зиновьевой прокомментировали известные в нашей республике эксперты. С ежегодным посланием к Федеральному собранию Владимир Путин на этот раз обратился в гостином дворе. Из-за ремонта мероприятия из Георгиевского зала перенесли на новую площадку. Свое выступление президент начал с социальных вопросов. Он предложил пересчитать размер соцдоплат к пенсиям задним числом. По мнению Владимира Путина, многие пенсионеры не получали их с нынешнего января из-за того, что размер их пенсии превысил прожиточный минимум. Также глава государства считает, что нужно усилить поддержку многодетных семей. Он предложил продлить льготную ставку по ипотеке для родителей, которые воспитывают больше 2 детей, на весь срок действия жилищного кредита. Эту и другие инициативы президента поддерживают и депутаты Государственной Думы. Для ухода за инвалидными детьми сейчас где-то 5000, там где-то 400, кажется, рублей, если не ошибаюсь. Решено повысить ежемесячно до 10 тысяч рублей. Снимается налоговая нагрузка. Семьи, которые имеют ребенка, на каждого ребенка будет прибавляться, в общем-то, от 5 до 7 квадратных метров дополнительной жилой площади, которая не будет облагаться, в общем-то, налогом на имущество. Во время оглашения послания глава государства затронул и тему доступности образования. По всей стране возвели больше 5000 детских садов. На это потратили 130 миллиардов рублей. Чувашия, кстати, один из регионов-лидеров по получению дополнительных субсидий на строительство детских дошкольных учреждений. В нашей республике еще 2 года назад начали решать и другую проблему – улучшать инфраструктуру в школах. Теплые санузлы, водопровод, канализация и отопление есть практически в каждой сельской школе. По всей стране по поручению Владимира Путина этот вопрос должны решить в течение ближайших 2 лет. Всерьез намерены бороться и с дефицитом педагогов на селе и малых городах. В 2020 году в стране заработает программа «Земский учитель». Это то, что чувашские избиратели нас просили. И мы очень рады, что президент нас услышал. С 2020 года будет работать программа «Земский учитель». Фактически педагоги будут получать единовременную выплату 1 миллион рублей при переезде в села, малые города. Это очень эффективная программа будет, и я думаю, что позволит нам остановить отток, во всяком случае, учителей из сельской местности. Проект по поддержке сельских педагогов будет работать по подобию хорошо зарекомендовавшей себя программы «Земский доктор». Последняя, кстати, рассчитана до 2020 года. Владимир Путин предложил снять возрастное ограничение для ее участников. Теперь работать на селе и получить подъемные могут врачи и фельдшеры старше 50 лет. Кроме того, по всей стране в ближайшие 2 года должны быть построены и модернизированы 1900 фельдшерско-акушерских пунктов. Мы сегодня выстроили каждый 3-й новый ФАП, то есть это лидерские позиции в Российской Федерации. То есть это работа, которую многие регионы только начинают. Мы сегодня уже говорим о ее скором завершении, потому что в этом году приближаемся и даже переходим за цифру 200 новых фельдшерско-акушерских пунктов. В России должен появиться свой защищенный бренд экологически чистой продукции. Суть в том, что при ее производстве будут использовать только безопасные для здоровья человека технологии. Вырасти в стране в ближайшие 6 лет должен и экспорт несырьевой продукции с нынешних 25 миллиардов долларов до 46. Это амбициозная задача. В принципе, такие же цифры практически у нас в Чувашской республике. Если на сегодня мы 23 миллиона долларов экспортируем продукцию, то к 2024 году нужно тоже довести 46 миллионов долларов. Есть наметки, это увеличение масличных культур экспорта. Для экономического прорыва, по мнению Владимира Путина, нужно избавиться от ряда системных проблем в стране, обеспечить опережающий рост производительности труда, улучшить деловой климат, снять инфраструктурные ограничения для развития бизнеса. Успехов по этим направлениям, считает президент, добиться можно. Главное, чтобы усилия прикладывали все регионы. Евгения Зиновьева, Екатерина Фомина, Семен Антонов, Виктор Степанов. Вести. Чебоксары.